Якутия в огне. Выгорели уже 7 миллионов гектаров леса. Запах гари идет от Урала до Аляски. Специалисты допускают, что дым от пожаров может дойти и до Москвы. В столице региона, Якутске, уже несколько дней нечем дышать. Уровень ПДК в воздухе превышает десятки раз. К Якутску подбирается огонь. Всего в республике в зоне риска около 10 населенных пунктов. С пожарами небывалых масштабов борются около 5000 человек и более 500 единиц техники. Это очень страшно, это очень неприятно, особенно люди в возрасте. Им очень тяжело дышать. Одна женщина упала вот возле на остановке, прямо вот так. Отжиг, или как его еще называют, ветреный пал, способ борьбы с такими крупными пожарами. Другого варианта перед движущимся верховым громадным лесным пожаром просто не бывает. Он перебрасывает за 200, за 300 метров летящие ветви, горящие сучья и так далее. Поэтому только встречным палом можно остановить такой вот верховой пожар. Помочь справиться с огнем помогли бы дожди, но этим летом, к сожалению, в Якутске их почти не было. Вызвать осадки пытаются искусственно, с помощью специальных самолетов. Из них специалисты ведут обстрелы специальными патронами по облакам с иодистым серебром. I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move. Бывает, когда подъезжаешь к языку пожара, выскочить с него, когда он перебегает. Вот это самое сложное. Чтобы не дать перебежать ему, приходится на вездеходе даже проезжать, топтать, если люди не успевают. Чтобы не ушел он дальше, чтобы не разгорелся. Вот самые сложные моменты обычно бывают. Бывает, что перескакиваешь. Самое-то главное, что родину спасти. Тут-то мы живем, как-никак. Все же к нам относится. Сейчас буду отгонять танк уже. Уже к танку подобрался. Огонь, ребята там работают. Вот такой вот страшный пожар. Большой пожар за Алмазно. Язык вылез, видите, как набирает обороты. Жар вам стоит, вам не передать просто какой. Надо быстро убираться отсюда. Атас, поехали! Молодец! Вот мой верный друг. Всегда тушит со мной пожары. Иди садись. Местные жители помогают добровольцам, собирают провизию, еду, воду. Решили им помочь. Наши женщины собрали, вот привезли. Жить мешает, конечно, дышать мешает. Уже вторую неделю смогом дышим, дымом, сами понимаете. И вообще, это же как бы наше богатство, лес. Горит каждый год. Ну, нынче совсем уже рекорды побили, конечно. И это уже никакого предела, по-моему, не видно. Вот обу бихиге арылах нехеленетиттен, чунускай нехелектен. Жоннор бут хомуен продукт алды бут. Бу манна көлле ахтагар аар бола турар.
Чуна речка оны уруктактен хиддерге. Бурота тумда сарыгыны бут 2 неделе болла. Жоннор бут көмөлөгө каденер ыттылар. Продуктаны тукел төгөлөрүнөн вонча кейкиттен. Онна магазин тутачы урбанит. Давыдова Валентина Алексеевна көмөлөстө. Бетин фотограф катчындан гытан. Вот мен бәем добровольно келем мен агалам бетти булаттарга. Здесь вы видите, как жители Якутии горного района помогают защитить свое жилье. Мужчины, женщины, дети. Все помогают. Стихия не щадит никого. Орта үрбөһөлөгүн тулатыгар бу курдук киен минерализованный уаттан карыстыры балаханы нехилек оголора ону теңе керең ардара кытары таксаннар ырастан бу курдук ыратыннаран хереллер. В тушении лесных пожаров задействована и личная техника местных жителей, которая помогает справиться со стихией глобального масштаба. Приехала техника трактор Т-150 с плугом. Сейчас вот работает. Начали с сегодняшнего дня. Ну, нормально идем. Противопожарную полосу в 5 километрах от запада от села до трассы, федеральной трассы. Вот, прибыли с Магана в количестве 2 человек. Так, водитель и боец. Цель, получается, сказали стоять на посту, охранять село. Увожу пацанов с пожара! Еще чуть-чуть и все. Крышка и была. Итак, друзья, вот к нам сейчас навстречу идут лесопожарные, рабочие Якутлесресурса. Сейчас мы с ними идем, попробуем затушить этот пожар. Вот, посмотрите, друзья. Вот на таких маленьких участках, вот, где выступила вода, можно набирать воду для РЛО. Вот, ребята начинают затушивание пожара. Айсен хотел было пройти, посмотреть по мин-полосе, но он понял, что слишком много дыма, поэтому пока мы эту затею забросили, поэтому ребята работают чисто здесь, подвергая себя своей жизни опасности. Вот этот пень злосчастный, который горел, перекинулся вот через мин-полосу. И он вот
собственно, и стал источником вот этого сгорания. Вон там местами опять верховой хватает. Ну, ребята уже упустили, я считаю, огонь, потому что слишком небольшая группа, поэтому поздно подошли. Все это усложнилось сильным ветром, это не их вина. Поэтому, друзья, здесь нужны другие меры теперь. Теперь нужно полностью минполосу прирабатывать, на другое место переносить. Так, а вот там честники стоят, интервью дают. Смотрите, как много разных корреспондентов тут собралось. Вот она, минполоса, которая сделана плугом ПКЛ-70. Вот когда почва вот такая вот, плуг хорошо идет и отвалы работают. Землю она отваливает в две стороны. Че, ребят, это обогнули, да, этот пожар-то? Нет, да? Туда уходит, да, он таки? Получается, дым туда идет. Ну-ну-ну. Невозможно туда, блядь. Невозможно, да, подойти? И здесь даже тушишь, ветер все время меняется. Просто вот отсюда метров 200 вот так вот этот трактор минполосу сделал вот до той базы, где стояли. А здесь трактор пройти-то может, нет? Здесь надо вот этот плугом приехать трактором просто вот так, да, до той минполосы. Отрезать его, да и все. Мы ложками тушим все время. Ну. Пока за водой идем уже, разгорается. Огонь, говорят, все равно разгорается, потому что, ну так и будет, потому что, посмотрите, все сухое. Они просто поливают сранцев водой. В таких случаях, конечно, поможет только копка, либо опашка. Смотрите, вот, все лежит, дымит. Это пустая трата, конечно, воды, но здесь нужна лопата в большей части. Либо все окапывать, либо просто копать трактором минполосу. Другого варианта просто нету. Так, ну вот едет тяжелая артиллерия. Наконец-то показалось. Сейчас покажет этому пожару. Кучкину мать. Пошел, красавчик! Пошел, красавчик, сейчас пойдет. Мы в тебя верим, давай не подведи. Красавчик. Ставим лайки этому трактористу. Дай 5.